ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. 4,5 года суд вынес первый приговор за убийство Щетининой. 1 миллион за левый алкоголь. Ухтинец поплатится за незаконный бизнес. Очередное соглашение. В Ухте на деньги Лукойлы появится новая площадка. Достойные потомки. Третьеклассники взялись за издание книги о прадедах-героях. И Ухта на лыжи «Русал» и N+ Group организовали праздник для спортсменов. Смотрите прямо сейчас. 24 февраля на лыжной базе поселка Ормезе прошел второй этап масштабного спортивного фестиваля «Ухта на лыжи». Праздник инициировала компания «Русал» совместно с N+ Group и Федерацией лыжных гонок России. Основная цель мероприятия – популяризация спорта и здорового образа жизни, а также привлечение к этим идеям подрастающего поколения. Впервые акция прошла в 2016 году, тогда в ней участвовала Хакасия, Красноярский край и Иркутск. Чуть позже на лыжи «Русал» поставил Кемеровскую область и Республику Коми. Акция охватила более 15 городов России. Проводится не только в городе Ухте, он проводится в тех городах России, где присутствует компания «Русал». Этот спортивный праздник стал уже компания «Русал» традиционный. Любой спортивный праздник – это прежде всего привлечение детей к здоровому образу жизни, который благоприятно скажется на их дальнейшей карьере. Поэтому компания «Русал» поддерживает такие акции всегда. Первый тур соревнований на призы «Русала» прошел 8 февраля. В нем приняли участие 272 человека. В этот раз на дистанцию вышли порядка 230. Среди стартующих были не только ухтинские лыжники, но и представители пригородных спортивных школ, ребята и опытные лыжники из Усинска, Вуктыла, Сосногорска. Дистанция 1 километр классическим стилем. И несмотря на то, что мероприятие было заявлено как фестиваль, соревнования проходили по всем правилам. Так, за использование конькового хода могли и оштрафовать. Все дошли до финиша, и соревнования не очень-то простые. Каждому нужно было пробежать свой определенный круг, некоторым повторить его 2-3 раза, но все справились с задачей. Были на старте и любители. Как отмечают они, такие вот спортивные праздники просто необходимо проводить. Стоит и даже чаще. И люди будут собираться и заниматься здоровым образом жизни, и все будет хорошо для здоровья для людей. По словам присутствующих, организовали мероприятие на высоком уровне. Веселая музыка, новые нагрудные номера, также предоставленные компанией «Русал», хорошо подготовленная лыжня. На момент первых забегов температура в стартовом городке была -2 градуса. Правда, погодные условия осложнялись порывистым ветром. Но разве это испугает северян и помешает им достичь заветного финиша? Вот и сама юная участница соревнования, 6-летняя Алиса Коваленко, хоть и заканчивает свою дистанцию в гордом одиночестве, но по праву может собой гордиться. Папа начинающей лыжницы дочерью уж точно горд. Алиса взяла в руки лыжные палки аккурат перед стартом. В садике нам по-другому говорили, что надо без палок ездить, поэтому ребенок в первый раз на соревнованиях. На лыжах вообще второй месяц стоит. Но тем не менее не испугалась, и с горок катилась, и в горки поднималась. Итогом стартов стала церемония награждения. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты. Также все участники получили сладкий презент. Ну а самые активные любители провести время на свежем воздухе после поучаствовали в веселых стартах. Призами за победу в эстафетах стала сувенирная продукция с эмблемой организаторов праздника «Ухта на лыжи». Ученики школы номер 20 взялись за издательское дело. Юные авторы при поддержке учителей и родителей решили создать книгу о своих прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Как отмечают третьеклашки, идея зародилась еще во 2 классе, когда ребята занимались проектом «Родословная», где мы узнавали о своих прадедах и вообще о прошлом своей семьи. Но когда мы там уже заканчивали проект, подводили итоги, то поняли, что о войне Великой Отечественной мы ничего не знаем. Целью проекта стало укрепление связи между поколениями. Ребята провели анкетирование, сделали выставку поделок, но самое главное, пришли к созданию книги «Бессмертный полк героев-прадедов учеников 3 Б класса 20-й школы».
В нее вошли 44 семейные истории, трогательные и героические. Мой прадедушка, его сразу не взяли на фронт из-за его маленького роста. Его рост был 1 метр с кепкой. Ему все говорили: можешь не готовиться, тебя не возьмут. Но он все время готовился к войне. И когда его пригласили измерить рост, годен ли он на фронт, и он тогда, когда измеряли рост, он немного подтянулся на носочки, и ему сказали, что он годен в ряды Красной Армии. Прадед Артема вернулся с войны без ноги и после написал книгу о своем военном и послевоенном пути. Прадед другого ученика Юры Климовского был старшим лейтенантом, воевавшим на Волховском фронте, отстаивал Ленинград, прошел огромный путь, оставив потомкам в память целую коллекцию наград. 1944 года в начале апреля ему дали звание фельдшера бронепоезда «Москвич». Он под пулями солдат спасал и был медиком. А в начале апреля 1945 года, когда еще фашисты думали, что все, русские и весь мир не может просто взять город-крепость Кенигсберг, то наши русские взяли его за 4 дня. Есть семейная история и у учительницы ребят. Елена Фролова рассказывает о реликвии своей семьи, освященном на венчании прабабушки и прадедушки хлеве. Его хранят уже более 83 лет. Прадедушка уходил на фронт, он всего воевал ровно 3 месяца. Он погиб 28 сентября. И пришла похоронка на его, моей бабушки. Бабушка в этот момент, она молотила хлеб в авине. Сыпану, помните, мы говорили о том, да? Вот, и ей принесли, она упала сзади на зубцы. И у нее был перелом черепа. Конечно, ее спасли. В 1946 году у них случился пожар. Полностью сгорел дом. Что она спасла? Она спасла вот этот, ребята, хлеб и вот этот рубль. Знаете почему? Почему? Как память о своем. К слову, учительница отмечает, идея создания такого масштабного проекта действительно задумка ребят. Правда, изначально сборник историй семей хотели сделать только электронным. Конечно, начали работу. Мы не предполагали, что оно выльется именно в печатание книги. Мы думали, что каждая история, они придут, расскажут, и на этом мы закончим. Но когда получились вот такие истории, мы решили все-таки прибегнуть к помощи родителей и вставить вот эти истории, конечно, в книгу. Но работа продолжалась у нас очень активно с сентября месяца. Сейчас мы поставили уже точку, и эта книга готовится к изданию. Также в книгу вошли уникальные фото и документы, которые хранятся в семьях ребят из поколения в поколение. Кроме издательской работы, школьники хотят поучаствовать и в обновленной экспозиции Краеведческого музея, посвященной юбилею Победы. И с удовольствием рассказывают о тех экспонатах, которые впоследствии смогут увидеть все горожане. Это фотография мой другой дедушка Тиньков Виталий Тимофеевич. Который был подполковником. Помимо этого, ребята рассказали, что начали вести и общественную деятельность, ходят в другие классы, рассказывают о своей работе, привлекая ровесников к созданию подобных проектов. Также книга будет носить и просветительский характер. Юные авторы отмечают, что в конце их сборника будет список наград, которые получили прадеды их класса, и их описание, а также толковый словарь, описывающий значение слов, непонятных для современного школьника. Книгу совсем скоро отправят на печать в Киров. Первый тираж составит 100 экземпляров. Администрация муниципалитета подписала соглашение о сотрудничестве с «Лукойл Ухта нефтепереработка». Соглашение стало уже давно традиционным. Как обычно, предприятие выделит средства на несколько благотворительных проектов. Например, организацию республиканского праздника Сабантуй. Но самый крупный объект – продолжение работы по скверу Прядунова. Напомним, в прошлом 2019 году предприятие установило на месте заложенного еще в 2005-м камня памятник первому ухтинскому нефтянику
механику Федору Прядунову. Ну и продолжение вот этого памятника Прядунова, сквера имени Прядунова, мы в этом году будем продолжать облагораживать территорию вокруг этого памятника, в том числе там появится очень хорошая, большая детская площадка. То, что там будет, пока еще, честно говоря, даже мы не знаем, Алексей Юрьевич, они готовят этот проект, и когда он будет готов, мы вам его покажем, чтобы вы и население могло посмотреть, оценить ее. Генеральный директор предприятия заранее извиняется перед населением города за то, что рядом с сервисом летом появится ограждение, так как будут активно вестись строительные работы. Возможно, это некоторое время будет мешать привычному маршруту пешеходов, но уже в августе местные жители и гости города, особенно малыши, смогут порадоваться новой площадке. Напомним, это не единственный крупный проект нефтяников по благоустройству города. Ранее они облагородили Яблоневую аллею на Пионер-горе. Ухтинский суд вынес первый приговор по делу об убийстве Анастасии Щетининой. Громкое преступление произошло еще осенью 2018 года, но разбирательство идет до сих пор. 27 февраля стало известно, что первую фигурантку осудили. Девушка 22 лет, которой на момент преступления было всего 20, помогла главному обвиняемому, бывшему мужу жертвы, вывести с места преступления чемодан с телом. На проверке показаний на месте она сразу призналась, что заведомо знала, что за страшный груз будет в ее машине. Сказал то, что нужно будет свозить его с бывшей женой за границу. Поясните конкретно, что значит бывшей женой? Ну, он сказал, что в чемоданчике надо будет помочь вывезти. Он сказал то, что нужно будет... Бывшая жена будет в этом чемодане, и нужно будет вывезти. Вы для себя что поняли по ее словам? То, что там будет много человек. Она не только отвезла мужчину, но и помогла ему скинуть чемодан с телом в реку Ухту. Напомним, это крайне осложнило расследование. Тело чудом удалось найти благодаря ехавшему в лодке по реке спасателю. Задержали девушку почти сразу, ее автомобиль опознали на видео камер внешнего наблюдения. Она почти сразу начала сотрудничать со следствием, дала признательные показания, заключила досудебное соглашение с прокурором. Суд вынес ей приговор в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Местный житель заплатит штраф в виде 1 000 000 рублей за свой незаконный бизнес. Мужчина был осужден за приобретение, хранение и продажу немаркированного алкоголя, а также за подделку федеральных акцизных марок. Суд установил, что ухтинский бутлегер в начале прошлого года приобрел алкогольную продукцию на сумму выше 5 миллионов рублей. На 500 бутылок были приклеены поддельные марки. Правда, реализовать бизнесмен успел немного. Дело было возбуждено после выручки в 12 900 рублей. Суд признал вину во всех преступлениях, назначил наказание по совокупности 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Плюс штраф на круглую сумму. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд Республики Коми согласился с позицией прокуратуры, оставив апелляцию без удовлетворения.